Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды Асар Баспана, которая маскировалась под потребительский кооператив. Следствием установлено, что организаторы пирамиды во главе с Тугамбаевым привлекли от 86 тысяч граждан 12 миллиардов 400 миллионов тенге, обещая доход до 30% ежемесячно. В действительности реального бизнеса не существовало. Выплаты производились за счет вложений новых участников. В результате 3 миллиарда 800 миллионов тенге были незаконно присвоены Тугамбаевым и его подельниками. Подозреваемые вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что в городе Алматы осуществляется деятельность по производству строительных материалов, работает швейный цех и завод бытовой и медицинской техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом Асар Баспана. С декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало снижаться, организаторы распространили ложные сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Фактически автомобили приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников Тугамбаева. Когда разоблачение пирамиды стало неизбежным, 8 февраля 2025 года Тугамбаев дал указание перевести сайт Асар Баспана в технический режим с целью сокрытия следов преступной деятельности. В ходе следствия серверные данные были восстановлены. По данным сайта установлено, что из 15,5 тысяч вкладчиков, достигших уровня Gold, квартира предоставлена лишь только одному человеку. По программе Платина из 15 тысяч претендентов автомобиль достался лишь одному вкладчику. Напомним, что 9 февраля 2025 года проведены обыски в 49 офисах и по месту жительства 81 фигуранта. В результате изъяты 1 миллиард 100 миллионов тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленных на Тугамбаева и его приближенных. Кроме того, в городе Ахтау брата Тугамбаева изъяты 945 миллионов тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива. Арестованы и ограниченные счета на сумму более 1 миллиарда 200 миллионов тенге. 11 февраля 2025 года судом в отношении Тугамбаева и Байтасова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается.